ЄС очікує, що Росія припинить тиск на кримсько-татарську громаду. На півострові мають бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини, повний, вільний і необмежений доступ міжнародних правозахисників на всю територію України, включно з Кримом і містом Севастополь, яке раніше має першорядне значення. Это как-то влияет на Российскую Федерацию? Какое это имеет сейчас значение, вот высказывание недовольства и требования в отношении России освободить всех политических заключенных? Вы знаете, начиная с 2014 года мы слышали регулярные заявления европейцев, в том числе не только европейцев, начиная от так называемого референдума, заканчивая выборами в Госдуму, выборами президента Российской Федерации, в которых крымчане тоже принимали участие, выборами, референдум в связи с изменениями в Конституцию. То есть каждый раз дежурные заявления выходят, но радикально, конечно, повлиять они на ситуацию не могут, поскольку представить себе, что Российская Федерация в ответ на одно из таких заявлений или отменит выборы, или отпустит политических заключенных, очень тяжело это сделать, представить даже. Вот, в связи с этим, скорее это заявление адресовано больше Украине, нежели России. Оно показывает поддержку именно украинской позиции, незаконность аннексии Крыма, ну и настрой европейцев все-таки хоть как-то давить на россиян в связи с теми событиями, которые происходят в Крыму.